чеченцев. Сейчас включим в YouTube. Много чеченцев есть в Telegram, поэтому на этой площадке, на этом не только мы проводим, еще все проводят, в принципе, и украинцы, и американцы, и англичане, у всех там есть свои разные платформы, разные свои каналы, чтобы можно было доносить информацию до нормальных цивилизованных россиян и тех, кто находится под оккупацией. Сейчас стрим у нас уже начал свое вещание в YouTube. Сейчас я переключу на... Все, я сейчас включаю. Так, я не знаю, почему только я тут один. Ну, наверное, они должны подсоединиться. А вот, потихонечку люди подсоединяются. Все отлично. Сейчас я переключу это все сюда. Так, пока собираемся. Я просто, может быть, боюсь, ссылкой ошибся, потому что я с этим телеграммом особо не дружу, и я, может быть, я взял ссылку с президиума правительства, с их канала, и сделал анонс, и распространил его. И сейчас будем надеяться, что я все сделал правильно, и мы сможем увидеть всех. Так, одну минутку, друзья, давайте я немножко здесь повожусь, чтобы разобраться. Так, смотри. Так, одну минутку. Сейчас я... Кажется, я уже что-то сделал неправильно, и мне уже звонят. Потому что не могут включиться. Алло, Аят. Ассаламу алейкум. Я уже, да, начал уже, жду, пока будут заходить. Вот сейчас 2 человека зашли. Хорошо, сейчас. Да, я это. Ага. Давай. Сейчас я тут. Сейчас, одну минутку. Я извиняюсь, друзья. Алло. Да. Хорошо. Так, ну вот я включаю, и почему-то... Ты как зашел? Без проблем? У тебя, кстати, ник не поменялся. Вот я захожу сюда, и что-то я неправильно сделал. Потому что я... Ты нашел без проблем? Вы начали видеочат. Видеочат, вступить. Все отлично. Так. Подождите, друзья. Ну, как и ожидалось, я тут что-то неправильно сделал. Это был копировать ссылку. Да, это моя ошибка, друзья. Я распространил информацию немножко ошибочно. Сейчас я все исправлю. Надо было чат там включить, а я включил просто основную. Сейчас я все исправлю.
Так, сейчас я вынужден. Одну секунду. Так. Сейчас, друзья, сейчас все сделаем. Что случилось? Так, уже трое есть. Я не знаю, почему других нет. Сейчас одну минутку. Пам-пам-пара. Добрый, Сергей, добрый. Аят. Алло. Одновременно, когда все начинают звонить. Добрый, Сергей, добрый. Алло. Аят, ты звонил. А я вот тебе вторую ссылку прислал, Аят. Попробуй ее. Чат, которая. Я там что-то напутал, мне кажется. Да. Ага. Солнце, вы включили в чате голосовать, а надо в основном канале включить Богу. Сун хайцу Бог. Так, друзья, я сейчас выключу ТикТок, и тогда мне нужно воспользоваться телефоном. Да. Не знаю, сейчас я уточню у этого, да. Давай. Так, друзья, я по-моему, в эфире сейчас пока, да, иду. Знаете, в чем проблема, друзья? В чем проблема? Потому что тот, кто разбирается в этом, он сидит спокойненько и наблюдает. Алло, ассаламу алейкум. Алейкум салам. Ага. Да. Ну, надо было этот включить, правильно? Но я так и сделал. Мне кажется. O hensas ateşikos. Lehti? Да, и ссылка не есть на что еще. Все. Да. Ну, значит, я неправильно. Все, Баркалдей рейсхур. Давай. Да, ладно. Александр. Так. Оказывается, все просто, Дион. Просто
Sirena, dish, legion. Все, Маркелаш. Алло. Да, Аят, мы в эфире. Мы в эфире. Алло. Да, Аят, хазион. Аят, хази. Ради? Хэшу. Тебя слышно. Да, Машу. даже видно. О, и видео. Машу, да. И есть. Отлично. Хорошо. Сейчас я вывожу А только в YouTube. что-то там не то было, наверное. Я неправильную ссылку сделал. Я сделал ссылку, а нужно было на сам президиум. Да. Я ошибся. Хорошо. Дигдо, чубях духбына. Так, духвац, прялся бивац, но нас смотрят и в YouTube, и в TikTok нас смотрят. Слышат, точнее, Хорошо. в TikTok. Так. Это не нужно, я выключу камеру. Ага, все, дела, это сейчас я тут все настрою. Ты выключил, Аят? Камеру, я полагаю. Я здесь. Я просто, что пока ты настраиваешь. Да, все, понял. Ну все, у меня, в принципе, все настроено. Так. У нас стрим идет для тех, кто нас смотрит в YouTube. Сообщаю, стрим идет с задержкой немножко, поэтому вы не в самом конце включаете, а чуть-чуть отмотаете назад, и чтобы можно было без задержки смотреть. Смотрите, так, несколько секунд там с задержкой у вас будет выходить, но так это практически будет в прямом эфире, но не будет зависать. Стрим у нас идет в YouTube, стрим у нас идет в TikTok. В YouTube на канале Reality и в TikTok на канале Асан Арцуев вы сможете только слушать. Большое сожаление. Аят, Да. может начнем или же подождем еще? Ну, как вы пожелаете. Давайте. Объявить тогда, какая у нас тема. Хорошо. Что, как. Да, сегодняшняя онлайн-конференция в рамках платформы открытого диалога, третья часть на канале Президиума правительства Чеченской Республики Ичкерия. Сегодняшние темы, которые мы будем обсуждать, касаются начала Первой русско-чеченской войны 11 декабря 1994 года. И интересно, недавно у Аяда состоялось и интервью, и общение с представителями черкесского народа, и взаимодействие чеченского, черкесского и других народов Кавказа, направленное на достижение общей цели для формирования мирного и взаимовыгодного соседства в будущем. Называется наша сегодняшняя тема. Вы можете задавать вопросы, друзья, соблюдайте правила. У нас здесь два модератора, один из них я. И уважительно, после того, как Аят выступит, вы сможете задавать свои вопросы, друзья. Аят, Машуойло, рад тебя снова слышать. И я, знаешь, хотел бы начать сразу с вопроса, пока люди собираются, все равно она у нас под запись, люди сейчас еще соберутся, и потом и в записи увидят. Ты участник не почти всех событий, которые происходили у нас дома. Ты как-то говорил, что русские против нас совершили 5 агрессий. И 11 декабря это была 4-я военная агрессия, военная или там специальная агрессия, которую они совершали против нас. И можешь рассказать подробно вот про эти, напомнить, чтобы это осталось в видеоформате у нас,
и напомнить, как ты застал вот это 11 декабря и вот что предшествовало и что потом происходило. Тебе слово. Ассаламу алейкум. Добрый вечер. Всех, кто слушает нас. Значит, 11 декабря это была 4-я агрессия. А если вот это все время вот говорят, что было всего лишь Первая и Вторая война, так этим русским удобно это говорить. На самом деле было 5 агрессий, которые Россия развязала против нашей республики. Это было в октябре, то есть в ноябре 91 года, когда была инаугурация президента первого, которого избрали, Джохара Дудаева. Российские войска, значит, десант на наших аэропортах, там выбросили десантников, которая была поставлена задача арестовать президента, захватить и все такое, которое они когда-то делали в Афганистане. Раньше, когда до начала еще афганской кампании, там вот, русские там провели операцию, и там захватили их президента, там прямо в дворце его. Но они думали, что у нас такая же вот тут операция пройдет. И когда они высадили свой десант, то, зная об этом, вообще информация везде вот прошла, и тогда был уже очень большой митинг почти по всему, скажем, Грозному, были большие митинги, приветствия, там, поздравления, инаугурации, и они в этот момент хотели такой вот блиц, как говорится, криком вот это захватить. Но получилось совершенно не так, как они думали, а наши люди и те, которые тогда не было не сформировано никаких ни частей, там, ни движений, ни отрядов, как там, ни батальонов. Просто народ и те, кто могли, кто с винтовкой, кто с ружьем, кто, значит, машиной на эти аэропорты, особенно 1-2 аэропорта, сейчас точно называть не буду, и высадившие их самолеты, пока они там высаживались или вылазили, они были окружены, а остальным самолетам, значит, наши люди подтаскивали разные бетонные блоки, машины поперек, за взлетно-посадочные полосы ставили. И все, которые были, те были задержаны, скажем так, арестованы. Их посадили в наши, так сказать, места содержания задержанных. И их было настолько много, что они были размещены в зданиях, административных зданиях МВД и, насколько я знаю, в КГБ этих зданиях. То есть они сидели там. И так это у них оборвалось. И они были возмущены, удивлены, конечно, что вот они хотели прийти вот так захватить нашего президента. И, мол, вот так вот мы вам покажем. Это у них провалилось, потому что народ целиком был настроен на ту линию, которую он избрал еще в декабре, вернее, в ноябре 90-го года, общенациональный съезд чеченского народа, на котором было заявлено о создании нашего государства. Так что вот это была вот первая такая агрессия, которая с треском провалилась в России. Потом мы что делали? Мы этих людей, захваченных тогда, Россия там просила, что давайте, отдайте, все такое, оружие у них забрали и просили, чтобы их вернули. Но во имя того, чтобы не осложнять отношения между нашими странами, потому что мы хотели жить мирно и развивать наши отношения с Россией добрососедские, во имя этого, показывая благородство, эти
вояки были назад отданы России, они вот убрались, увезли их назад. Вот такие вот были ходы. После этого было заключено соглашение, договор между Россией и Чеченской Республикой, так она называлась тогда. Заключено было соглашение о выводе всех российских войск, советских, которые были на нашей территории. На нашей территории тогда были войска, которые, ну, раньше советские войска, которые были в разных там находились они в местах, там по республике, ну и в самом Грозном в нескольких местах. И вот эти все войска, которые их были, по договору в июле 92 года, после этого, они были полностью все выведены. То есть это было впервые, когда российские и советские войска выводились с территории другой страны уже. То есть впервые нигде, ни с какой республики Советского Союза, и даже нигде они не были выведены, только у нас. То есть это говорило о признании, взаимном признании, косвенном, так скажем, признании нашего государства, что является с точки зрения международного права тоже признанием. После этого, значит, после 1993 году Россия завела некоторые другие методы нашего, так сказать, обмана нашей власти и все такое. И в 1993 году, в январе, если не ошибаюсь, 15 января наши вот деятели, некоторые ездили в Москву, оттуда приезжали в 1993 году, произошел такой вот момент. После того, как они побывали, наш председатель парламента, наш первый заместитель председателя парламента и наш председатель комитета внешних связей, они ездили в Москву, там пробыли несколько дней, и вот как назвал я дату, 15 числа приехала российская делегация. Там этот Абдулатипов, Шахрай, еще какие-то люди приехали, и неизвестно было ни в самому парламенту, самому, к примеру, я тогда был зампредседателя парламента, даже я это не знал, ни сам парламента не знали, они в кабинете у председателя парламента подписали так называемый протокол о разграничении полномочий, то есть намерение о том, что наша страна договаривается якобы войти в состав России. Когда мы, Российская Федерация России, когда мы свое государство создали еще раньше, чем это Россия, и все дела были оформлены еще до того, как они пытались создать свое государство 31 августа 1992 года. То есть так получилось, что ситуация так развивалась, и тогда вот пошли очень большие такие волнения. Начались, если помню, там оппозиция там вышла, там театральная площадь была. Потом на этой театральной площади эти бывшие коммунистические деятели, ну и российская агентура, они там убили Арсемику Айсу, Жалавди и, значит, Шамиля Дудаева, племянника президента, убили. Несмотря на это, желая, значит, решения вопроса внутри нас так, чтобы это было мирно, может быть, многие не знают, президент Дудаев прямо туда, на их площадь, поехал туда и выступил у них прямо там на площади, хотя они все готовы были его разорвать и уничтожить. Но, видимо, держались, но вот такой шаг он сделал и сказал, что мы решаем наши проблемы и в соответствии с теми правилами, которые есть в мире. Нам надо всем объединиться. Он это сказал и потом уехал. Вот это было вот это шатание с предательства
среди нашего, так сказать, некоторого слоя, которые пришли к власти, и некоторого слоя населения, которые с прошлых там годов и лет находились вот в таком, значит, зависимом состоянии от Российской империи, потому что спецслужбы, это вот как-то помню на съезде, еще в первом съезде, общенациональном съезде, тогда генерал Джохар Дудаев выступает, там сказал, что танки и самолеты, они не опасны. Опасно вот это здание, которое находится напротив нас, 3 этажа вниз и 4-5 вверх, это здание спецслужб. Мы должны беречься от этого, быть осторожным. Он тогда еще говорил. Как он говорил, так и оказалось. Вот они тогда вот после провала того, что я говорил, первые, они начали такие ходы, и нашлись люди. После этого у нас были там разные драматические ситуации. Помните, на площади там мэрия выступила против, оказался тоже их человек, то есть российский Гантемиров. Потом и другие дела пошли. И в конце концов все это было, значит, вылилось в то, что поднялся вопрос, они требовали, что надо новые выборы сделать. Я это вам рассказываю, потому что это связано с этим. Вот, наверное, интересно. Так? Надо новый выбор сделать. Даже вот... Да-да. Да не слушайте, а я слушаю. Даже вот пошли такие разговоры, что надо провести снова выборы нового президента, нового парламента, власти, что это все незаконно и все такое. На самом деле все было законно, не было никаких нарушений, кроме тех, что вот они вот так будоражили, пытались ситуацию расшатать у нас, но как только они псовали и говорили, тут же весь народ, чуть ли не весь народ со всех окраин республики приходили, поднимались и протестовали, конечно, против этой власти, бывшей власти, которая хотела вновь вернуться. Но это у них получилось, и уже после того, как и это у них провалилось, что получилось? В 1994 году, 26 ноября, они организовали так называемый поход, так называемая оппозиция, которая была, вернее, я ошибся, это не еще до этого, в 1992 году они организовали вот это осетино-ингушский конфликт, там они ингушей там всех, кого могли в пригородном районе, убивали и гнали оттуда их вот, осетинские вот эти власти, и, ну, собственно, это делала Россия. И они все, как бы, значит, оказались в такой ситуации, с ними они быстро, как бы, расправились. Они еще хотели тогда, чтобы мы, чеченская сторона, выступила в защиту их, и чтобы мы начали там войну, там же, на их территории, и обвинить нас в этом. Но мы не стали, наша власть не стала. Туда мы решили, что это есть специальная заманка для, чтобы обмануть. Но в то же время наши воины, специалисты, кто мог, отдельные люди там находились, но они полным ходом вторглись в большую, так сказать, армию, толкнули туда. И после завершения этого хода в 1992 году они взяли с Ингушетии, прямо выдвинули в сторону нас и чуть ли не до половины нашей территории свои все танковые вот эти расстановки шли. И там они были остановлены, не доходя до, скажем, вот этого Ачкамартанского поворота, вот, там узловой, там они были остановлены. И после этого были большие наши люди, были наши войска уже, которые были определены, и все, они были уже выставлены, наше, что есть противодействие, было готово. Тогда был уже премьер-министр, помню, этот Гайдар, а
ну, Ельцин был президент, и потом начались вот эти переговоры, и после вот этих долгих, так сказать, обсуждений, понимая, что мы не вступим, они отошли. То есть это вторая была агрессия. И она была, значит, политическими и правовыми методами нами выиграна. То есть это очень важно, потому что тогда они в первый раз хотели самолетами десантом, а здесь уже политическими правовыми методами, обсуждая это, доказывая, они должны были убраться, они убрались. А в третий раз, это было 26 ноября, когда они заявили, что значит, оппозиция, так называемая оппозиция Нательского района, что она вот идет, и она, там был этот Авторханов некий, и с ними вот эти все разные деятели посткоммунистического режима, они организовали вот это мероприятие, они пошли в Грозный. Войдя, их пустили до самого Грозного внутри, и как только они вошли, их стали со всех сторон, их ждали. Они хотели прийти и захватить и президента, и парламент захватить, в общем, всех арестовать. Такие были у них задачи. Мы находились, допустим, я и большая часть депутатов находились в парламенте. Мы были готовы к тому, этим событиям. И все, как бы, значит, первый ход был такой, что сразу эта вся их вот эта колонна, огромная колонна из двух сторон, кажется, нападали. Она была разбита наголо, и почти все, кто там оставался жив, они были задержаны. Вот так уже вот третья их агрессия была просто надломлена и сломлена, и они знали, что делать. Потом начали к нам ездить, просить депутаты Думы, их разные делегации. Вот Жириновский приезжал, там другие депутаты, которые были. И все они просили, дайте нам этих пленных, которые вы взяли, дайте нам. И каждому депутату давали по их просьбе, чтобы они там, мол, с нами не воевали, а чтобы мы могли с ними мирно жить, вот такие договора. Что они обещали делать, мы им раздавали этих пленных, они уходили, и мы требовали, и говорили им, чтобы больше не проходили. Это была третья агрессия 26 ноября 1994 года. Но несмотря на то, что вот это такое напряжение было, тогда было еще такое мероприятие, тогда мы пытались все равно вести какие-то переговоры. Я помню, я вот, будучи там вот тогда, вел переговоры с Абдулатиповым и другими из Москвы, чтобы вот не было войны, война вот эта, которая третья была, чтобы не было, давайте установим мирные отношения. Был вот с Абдулатиповым я переговоры вел, я как председатель парламента, мы вместе это обсуждали с президентом Дудаевым, и мы готовились для того, чтобы встретиться то ли в Москве, то ли в Махачкале. И мы уже готовы были создать свое государство, то есть это государственную, значит, комиссию, делегацию нашу, и готовы были выехать туда или туда, лишь бы не было войны, и чтобы мы хотели как-то мирно решить все вопросы с Россией. Но после того, как все это говорил вначале Абдулатипов, вроде бы все нормально, потом я ожидал, все бумаги мы оформили, там решение, кто будет делегация, какая задача, ну как положено, мы все сделали. И после этого звонит Абдулатипов и сообщает, что вот мы хотели, вот, а теперь Ельцин запрещает. То есть вначале Ельцин якобы хотел и не был против, а потом Ельцин запретил. То есть запрет был, оказывается, не к этому связан, но несмотря на это, другая наша делегация где-то к 11 числа все равно поехала в Владикавказ для того, чтобы там вести переговоры, и чтобы этого не было, потому что оттуда исходил вот этот источник, гнездо, это было там, и туда они могли приехать.
И когда наша делегация туда поехала с Таймаз Абубакаровым, они там, уже там войска российские полностью шли на нашу сторону, и снова не удалось с Москвой мирно решить вопросы. То есть Чеченская республика, мы на Россию не нападали, мы вели мирные, значит, все процессы, с ними договаривались, их пленных, которые нападали, отдавали. Мы понимали, что мы имеем с этим монстром отношения, но и хотели, чтобы это все было мирно, отношения строить. То есть и эта четвертая агрессия, которая была развязана, точно так и было, вот как я говорю. После этого 11 уже декабря, вот смотрите, это буквально через 2 недели с лишним, да, вновь Россия там колоссальными с 5 сторон, она начинает, 4, скорее всего, начинает снова военную атаку на нас. И к 1 января в это время у нас там находились эти делегации российского парламента во главе с Ковалевым Сергеем Адамовичем. Мы тогда находились в президентском дворце, и с ними вели эти разговоры, а они бомбили, и эти даже вот эти все их депутаты российские, все сами слышали, как Ельцин, все говорят, это мы не бомбим, кто их там бомбит, не знаем, это не наш самолет, он отказывался на весь мир, что они там на нас нападают и бомбят. Тогда мы приняли решение, эти уже находились с нами как бы в заложниках, вот эти все депутаты. Их было там, по-моему, человек 12, если не ошибаюсь, может меньше чуть, но больше 10. Это были очень известные их депутаты. И мы тогда, значит, решили отправить туда, чтобы этот Ковалев, он там встретился с Ельциным, и вопрос решил, что да, это бомбят, мол, он не знает. Такие разговоры. Понятно было, что он знает, но так, чтобы его это. И мы отправили эту российскую делегацию депутатов Думы через Махачкалу. Мы отправили их туда, а туда они поехали. Но, несмотря на это, они что приехали, там он с ним встречался, с Ельциным, говорил, что не надо войну, надо мирно все это решать, все давай, мол, остановим, все такое. Ничего не получилось, ничего. Они закрылись в этом вопросе, значит, пост, и как будто бы это мы нападаем на них. Это была 4-я агрессия, развязана полномасштабная. Они называют нашу эту войну свою, называют чеченской войной. На самом деле это была российско-чеченская война, полномасштабная уже. И эта война продолжалась до конца 96-го года, то есть 2 года с лишним. И за эти 2 года, чтобы вы знали, на территории нашей республики, по данным, которые они публиковали в своих этих газетах, это есть документ, подтверждающий, на территории Чеченской республики тогда находилось 460 тысяч минимум российских войск. Представьте, нас было всего 1 миллион населения, а они вот так вот окружили, где только их не было, и мы находились в состоянии быть или не быть. То есть или они нас покорят, или мы должны их убрать. И тогда было, конечно, организовано наше все сопротивление. От мала до велика наши люди, даже дети малые, да, женщины, все готовы встали против Единым фронтом. И в конечном итоге эта российская армия была поставлена на колени практически. В марте 96-го года во главе с самим Джахаром Дудаевым была, значит, проведена военная операция. Со всех сторон наши все войска, так скажем, отряда вошли в Грозно и 3 дня держали
в окружении все вот это войско России, она не могла выйти со своих этих мест, где они сидели. И потом, когда у них сколько могли, забрали провизии, оружие, Жохар Дудаев дал команду выходить. И люди вышли, и он говорил, вот так надо брать города. После этого это продолжалось. После этого было, вы знаете, были в 1995 году были переговоры между, значит, Россией и нами. После похода диверсионной атаки нашего батальона во главе Шамилем Басаевым на территории России, который планировал дойти до Москвы, но в Буденновске он вынужден был остановиться, потому что препятствий там получилось все же так. И вот были переговоры. О них это отдельная целая тема. Я потом вам скажу, будет тема, я потом расскажу, как это было, документы, все это было. И вот после этого, значит, там у них переговоров, там у них этот замкомандира и другие там, которые возглавляли их нападение, они придумали там разную причину. Вначале они убивали наших, там просто входили в дома, в пригородном районе, целую семью они вырезали. Вы просто вырезали, детей мало, все показано, вошли, вырезали, потом говорили, что это сделали, мол, боевики. Они называли нас боевиками, когда не мы были боевики, а они были террористы и были бандиты сами. Но и затем, когда и после этого мы все равно решили продолжить переговоры, обратите внимание, то есть мы шли на то, чтобы мирным путем решить наши отношения. Как бы тяжело не было, мы видели перспективу только мирных отношений с этой Россией. Но там снова, значит, они развязали, все равно причину придумали, там тот погиб, того там генерала взорвали. И вот после этого они бросили все это дело и снова начали военные действия против нас, масштабные, у них там же армия, все находилось. Но несмотря на это, чтобы они там начали эту войну, наши люди гибли, чтобы вы знали, очень много гибли. Про такая вот армия и так вооруженная всеми видами вооружения, кроме атома, так скажем, использовали против нас. И танки, и ракеты, и дальнобойные пушки, но не говоря о все, самолеты бомбили. Что только делали, и так они каждый день убивали наших людей на всем месте, где они находились. Живой или не живой, думали, мы будем завтра утром, когда встанем, когда ложились. И вот когда, значит, вот такая ситуация напряженная была, уже в августе наши люди, уже Жохар Дудаев в апреле погиб, они все же вот это вычислили через свои разные ходы, и через своих агентов вычислили. И когда он звонил по телефону, с ними разговаривал и снова искал мир, они его снова убили, нашего президента первого, они убили его. Но после этого думали, что все, как бы они победили. Нет, победы у них не было. Почему? Потому что, вот я говорю вам, наш народ в этой войне, развязанной России, противодействовал. В общем, всенародное было такое противодействие. Даже те агентуры, которые была их, они не смели даже показывать свои действия, они держали свой рот на замке и не могли высказать ничего, общее было такое настроение. И после этого, когда они были окружены все, и ситуация находилась в таком положении, что наши уже, когда захватили весь Грозный и другие города, эти сидели там, эти всех вояки, отпускали всех наших пленных, которые держали, отпускали, просили, чтобы мы их не добивали, просили, чтобы мы их это... Некоторые были предложения, даже такие горячие головы, что надо подвести, мол, это керосин, бензин, залить и всех, сжечь их. Так было, так.
разные были, но здравый смысл возобладал у нас. Мы не готовы, нам не нужны была кровь. Мы хотели, чтобы они убрались и установили мирные отношения с нами. Вот говорят, террористы, бандиты, они террор совершили против нас. Поход Басаева они называли терроризмом. Это был не терроризм, это был ответ на государственный терроризм, развязанный Кремлем против нашего государства. Это был ответ, и наши террористы, как они называют в кавычках, не требовали, как они, смены власти в России, и не требовали никаких денег, как вот по определению террористы там, у них цель такая, изменить там власть в стране, или захватить эту территорию, или там деньги требуют некоторые бандитские террористы. Маши не требуют, Маши говорили, установить мирные переговоры, мирные отношения между странами. Все это, вот такая была, значит, наша позиция, чтобы знали наши люди. Мы не шли ни на какие, значит, переговоры или не соглашались с ним, потому что наш народ в рамках современного международного права воссоздал наше государство. И остальной мир обязан, и сегодня обязан перед нами, потому что они тогда отдали наш народ на откуп этой огромной империи и даже помогали Кремлю, говоря, давайте, мол, значит, решите этот вопрос мирным путем. Мы знаем, что Америка тогда давала более 10 миллиардов, потом 8 давала, потом другими ходами давала. И для того, чтобы малой крови завершить, то есть малой крови. Малая кровь это что? И тогда, что бы мы ни говорили, Россия тогда прислала своего этого генерала из Совета Безопасности Лебедь. Да. Он приехал, и речь должна и была только о том, его приезд, о выводе российских войск. И это Хасавюртское соглашение в августе 31-го. Там они говорили, переговаривали с Хасавюртовской, назвали их. Вначале они были в Новых Атагах, потом в другом месте, потом туда перенесли, в Хасавюрте. Такие вот переговоры были. На этих переговорах тоже они хитрили, Россия хитрила нашу делегацию, они пытались там закрутить таким образом, чтобы они подписали документы, которые были во вред нас. Да, были ошибки с нашей стороны, да, мы не были такими, скажем, навороченными политиками, чтобы мы знали. А наши люди не знали, когда и есть такие ошибочные подписи. Но это не означает ничего, я скажу вам, что у нас в нашей Конституции записано, что все эти решения, которые подписываются нашей властью, начиная от президента и другими властями, если они противоречат основе конституционного строя или нашей государственности, ликвидации или другое, что они не считаются законными с момента их подписания. Тоже даже любой подписанный документ с российской стороны, с нашей стороны, от власти, если они подписаны и они во вред нашего государства, они не считаются законными и не влечут никакой ответственности. Так у нас записано. Поэтому российская армия полностью была выведена, хотя такое было подписано там соглашение Хасавюртовское, российская армия была полностью до последнего солдата выведена с нашей территории. Они когда уезжали, танки, БТРы, сзади вешали так символические веники, что мы подметаем эти дороги, по которым мы к вам приехали, мол, больше не приедем. То есть они еще тогда опасались, что в ходе их выхода, что наши люди могут их еще там начать бить. Но наши были предупреждены, все их мирно выпустили для того, чтобы нам нужен мир. Вот кто там нарушал, это были бы наши как бы противники. Вот так вот это была 4-я агрессия и полномасштабная военная агрессия против нашего народа, в которой наш народ одержал
значит, в своей Великой Отечественной нашей Чеченской народной войне убедительную победу и выдворил эту армию. Вот, чтобы дальше не говорить, я остановлюсь. Пожалуйста, вот, дальше, если есть вопросы по этому вопросу. Баркал Аят, очень исчерпывающе, очень интересно. Аят, скажи, пожалуйста, когда мы вступали в войну, вот в эту, в 4-ю агрессию, уже отражали фашистской России, насколько мы были готовы, какое вооружение у нас было, сколько у нас армии, ну, если информация такая имеется? Вот скажу вот что, у нас, хотя там это Россия заявляла, что у нас там какие-то танки, какие-то там ракеты, самолеты, что у нас оружие, все это. Нет, это не было. У нас было мизерное количество разных этих вооружений. Эти танки, которые в Шаленском полку были, они были почти не ходовые, их там наши сами ремонтировали, то все. И были несколько этих шилки, которые называются, кажется, 4 их было, или 5, не помню сейчас так. И, значит, все вооружение, которое оружие лежало в наших складах, которое все время нас пытают там сказать, что это вот у них только оружие там оставили. Этот министр Куликов такой был, он сам рассказывал, что перед тем, как вот, мол, вывести все войска в 92 году, мы там, когда делали, говорят, так, мы взяли у этих всех там автоматов, винтов, бойки все забрали, и их было, если не ошибаюсь, 8 мешков. Бойки это маленькие такие боек, вы, наверное, понимаете, что такое. Тогда это оружие становилось просто дрова становилось. И он рассказывал сам, а это было на самом деле так, он рассказывал, этот министр МВД Куликов, что на вертолетах они все эти бойки вывезли, и тем самым он там хвастался, что он это сделал. А на самом деле было так. Да, некоторое количество, может быть, 5% или чуть больше, у нас там эти винтовки, автоматы достались, но более ничего. Все остальное, которое у нас было, мы добывали сами в противодействии с этой российской армией, которые продавали все. Они продавали. Они целыми этими, скажем, машинами или целыми этими своими, ну, какими-то грузовыми средствами, если им платить, они это продавали. Нам нужно было тогда иметь деньги, и наши люди собирали деньги, в частности, и потом наши такие вот деятели, которые были состоятельны из разных регионов России и другого, приехали, и они тоже, значит, покупали это оружие для того, чтобы мы могли сопротивляться. Это были чеченцы, они это делали, я не буду называть их имена, они покупали тоже оружие. В то же время шла какая-то часть, небольшая помощь шла, скажем, с исламских стран, там, ну, южных, так. И это была очень малая помощь, она могла только гуманитарная помощь, хотя все говорят, что оттуда приехали, вот там приехали бандиты и все такое, что там вот арабы. Нет, этих всех вместе взять арабов, вместе с Хаттабом, их было не больше 68 человек, даже 100 человек их не было. То есть это все, что говорит Москва про нас, там все такое, это неправда. Никакой правды там нет и не могло быть. Вот так это было, отвечу на твой вопрос. Баркал, Дейрейсхуль, Аят, тебе передают приветствия, вновь вошедшие, заходящие в стрим и в YouTube, и в TikTok люди. Аят, спасибо. Да, и очень мне интересно было узнать, в чем вот, и сейчас, наверное, украинцам будет интересно, так как они воюют с этой самой империей, да. В чем был успех, что помогало, вот, ты говоришь, 460 тысяч было загнано войск, наш миллионный народ, ну, оружия очень мало было и так далее, и так далее. В чем был успех, почему,
что нам помогало Что одерживать нам победы? помогало? Мы знали, что этот русский, этот медведь, что он делает, чем он как отшивает его действия. Раз. Они уже трижды на нас атаки вели. Мы знали, что они будут нас пытаться, как говорится, всех там поубивать. Мы знали, что они в 93 году запланировали ссылку нашего народа вдоль до Дальнего Востока. Мы знали, что ситуация настолько тяжелая, что если мы под лапы этих извергов попадемся, что мы не будем, значит, больше, может быть, наш народ не будет. И народ был настроен, я говорю, весь народ был сплочен. До того, что ни одна собака, которая предательски была настроена, не могла и рот открыть, я вам говорю. Если кто-то там в это время открыл бы рот там, да, и против там что-то, то это они могли действовать где-нибудь там, я скажу, в каких-нибудь тайнах, где-то какие-то операции проводить против нас. Но открыто никто не мог. Все были против. И едино, что в любом месте, в любой точке нашей республики, все, каждый молодой и старый, кто мог, все дрались. Все дрались. И с другой стороны, успех был в том, что наши военные во главе с Жохаром Дудаем, а потом Масхадом, правильно организовали вот эту военные противодействия. Правильно делали все для того, чтобы сломить шею этой гидры. И понимали, как надо с ним бороться. Вот это совмещение вот этого настроя самого народа, всего, так? И то, что вот мы правильно в этой ситуации действовали, это дало нам возможность оказать вот такое давление, сломить ему хребет тогда. Но тогда же, уже в ходе этой войны, вот четвертой, так, российская агентура, значит, перешла искать пути по другому пути, это на религиозной основе. Они начали нам забрасывать вагонами литературу бесплатно, они начали оформлять, одевать разных деятелей, как будто религиозники они. Но и там вот это уже другая тема, как они вот готовили в ходе этой войны, вот, которую я говорю, четвертой. Эти люди, о которых я говорю, они не принимали участие в военных действиях, они говорили, что наш черед еще не настал, мы пока не будем. То есть они находились под религиозным таким вот, значит, давлением, или уже они были несколько в этом отношении обмануты или обманулись. И вот это их религиозное действие через Ближний Восток, Кремль через них вот это засылал, нам это делал. Блокировал нас после этой победы. И мы 2 года почти с лишним были блокированы со всего, так сказать, мира. Мы не могли ничего делать, не могли. И в это время вот как раз настал вот этот момент, когда они вот эту религиозную противодействие выставили, что оно стало, как бы, значит, разделило наш народ, потому что нам тогда навязывали новое, мол, религиозное течение, как бы, которое говорило, что вот, смотрите, мы вот как бы мусульмане, а оказывается, мы не мусульмане, мы еретики, мы неправильно там молились, мы неправильно это делали. Даже в некоторых селах начали строить параллельно другие мечети, есть одна, а не другую. То есть у них были деньги, у них было материально, и они даже людей наших вот с голоду, чтобы не умирали, люди было тяжело. И они даже вот некоторым, каждый где-то в семье, там мешок сахара, деньги, то, как могли, вот таким образом и на религиозной основе разъясняя, они вот такое противоречие, как бы, значит, стянули нас, вот такое противоречие. По этому поводу надо послушать этого Александра Дугина, который рассказывает, как они это сделали.
То есть после этой победы 2 года мирного, вот такая, скажем, это не мирно было, это было пропагандистская, диверсионная атака, там, политической и с религиозной стороны нам вот это все насаждалось тогда. Это была вот такая ситуация после вот такой победы. Мы оказались заключены, заблокированы, но потом стало ясно, и нам было ясно, что эта война, которая начиналась тогда против нас, это была война, значит, война, которая началась для того, чтобы продолжить ее на всей территории постсоветпространства. Россия планировала захватить потом все территории, это было направлено целиком, начиная с нас, напугав, допустим, остальные народы бывшего Советского Союза, вот какие они жестокие, и чтобы потом можно было всех других брать, так сказать, без боя. Вот так они жестоко относились к нашим, но и они потом и к другим. И сегодня мы видим, была наша, скажем, война с русскими, потом с грузинами, казалось бы, они христиане, потом с Украиной, потом Молдову мы знаем, потом сейчас и Беларусь. То есть это была вот такая запланированная по возвращению этих территорий и воссозданию исторической даже России. Помните, этот Путин все время говорил, что это была ошибка, что вот этот развал был неправильно сделан и все такое. Вот что это было, что наши люди понимали, что это такое, и знали, что надо бороться. Это раз. И второе. Мы же знаем, что мы всегда на этом Кавказе, скажем, на нашей родине, всегда боролись и активно противодействовали Российской империи. Это еще сидело в нашем, так сказать, менталитете, в духе нашем. И поэтому мы вот эту победу вырвали и заставили их убраться. После этого мы избрали власть и все такое. В 1997 году, обратите внимание, мы избрали власть на основе наших конституций, на основе наших законов. И нас поздравлял с этим и Ельцин, и другие страны. И 56 стран мира, ОБСЕ, тоже их миссия, значит, подтвердила законность избрания нашей власти очередной. Вот такая ситуация была. Это чтобы знала молодежь, это чтобы знали другие. Вот как развивалась ситуация. Все происходило именно таким образом. Вот поэтому это и было. Ясно. Баркал. Еще один тоже очень, мне кажется, важный момент в этом деле. Ты говорил, что все от мала до велика сражались, помогали, там, ну, весь народ воевал. В этом был залог успеха. Вот когда в Украине начиналась война, там некий деятель успокаивал, сейчас ему ставят заслугу, что он там якобы успокаивал народ, чтобы не было паники. Я, конечно, был немножко молодой, не всех вот этих деталей помню, но я не помню, чтобы у нас была какая-то успокоительная речь от нашей власти, от наших военных. Наоборот, такая была серьезная риторика, там будем драться, будем биться, Джагар говорил, будем биться, там Басаев говорил, Гилаев, ну все говорили. Можно ли сказать, что мы победили не столько оружием, которого у нас не было, сколько вот духом и волей в первой русско-чеченской войне? Но я об этом и говорю, что это был дух, это было настроение, это было воля нашего народа. Это демонстрировало, что наш народ, вот создание нашего государства единогласно проголосовали в 90-м году на общенациональном съезде, а потом еще приняли Конституцию, и мы шли по пути нашей, значит, государства, развивая ее. Наша страна приняла Конституцию тогда, парламент, что наша страна суверенная и независимое демократическое правовое государство. Вот эта основа у нас остается, и от нее мы не должны отходить. Хотя бы кто бы что ни говорил здесь на Западе, разные новые деятели пытаются здесь все там, значит,
навести беспорядок в этом вопросе, пытается где-то обмануть наших людей, не имея никакого опыта, не имея никаких там в этом вопросе, значит, знаний, они пытаются на религиозной основе, а другие там на других основах, там, демократов или других, пытаются вот это нас обмануть, наш народ. Мы не должны обманываться. Да, конечно, здесь решающую роль сыграла воля нашего дух, что мы не хотим и не можем подчиниться этой гидре, понимаешь? А сейчас, когда вот в Украине вот это все происходит, и, конечно, тогда были у них предатели, они сейчас наверняка есть, но как бы то ни было, украинцы сегодня организовались и бьются. Я надеюсь и уверен в этом, что они в скором времени еще больше объединятся, и эта гидра покажет, изгонит эту власть и эту армию со своей территории. И это для нас тоже важно, как важно для всех других республик, против которых они готовятся воевать после, допустим, якобы их победы в Украине. Поэтому это допустить нельзя. Все народы, все, которые были после пространстве, это должны знать и понимать. Ну и кроме этого, сегодня Запад, Америка поддерживают Украину, хотя там есть некоторые сложности, но несмотря на это, надо обязательно понимать, что народ украинский, я вот многими общаюсь с людьми здесь и там, значит, они настроены решительно. Они, конечно, тяжело, понимаешь, они сидят там день до России, засылают свои эти шахеды, засылают свои эти ракеты, там боестолкновений прямого как бы такого нет. В этом боестолкновении сегодня Россия проигрывает. Они, значит, уже некоторые территории, как мы знаем, уже не только остановили их, а даже отняли у них многие какие-то территории. И вопрос сейчас стоит во времени, потому что сейчас там вот происходят какие-то перетасовки, перегруппировки, военные дела, мы не можем знать сегодня, что это такое. То, что говорят там разом, там они все это сделают, я тоже в этом сомневался в этом, но, видимо, это очень такой процесс тяжелый и очень такой тонкий. Здесь надо, чтобы военные были очень профессиональны. Я думаю, это будет, они и есть профессиональны у них. И я желаю им удачи, как говорят, слава Украине. Героям слава, Аят Баркал, Дейресу Аят. И я хотел бы перейти, если позволишь, к другой теме нашего сегодняшнего эфира по поводу вот вашего общения и интервью на черкесском канале. Ты очень много полезной и такой информативной информации, если так можно сказать, выдавал. Можешь рассказать вот про Кавказский дом, про отношения, какие у нас были раньше с черкесами отношения, я имею в виду во время Джохара Дудаева, во время, когда вы были там в руководстве Ичкерии. Ну и вот в этом плане. И что нас ждет, и какое у нас совместное будущее? Если ну, Аслан, здесь вот, может быть, кто-то хочет задать какие-то вопросы, а то мы с тобой вдвоем начали, а потом давай перейдем, если есть по этой теме вопросы, давай, а потом перейдем и туда. Отлично. Хорошо. Давай. Да, прошу в ТикТок, в YouTube, здесь в Телеграм-канале. Ссылка на Телеграм-канал у меня вот в чате, она тоже размещена, можете заходить. И если у вас есть вопросы по первой теме, потому что сейчас Аят рассказывал нам, прошу, слушаю вас, я могу зачитать, если вы запишете, или же, если вы в Телеграм, сами напрямую можете задать вопрос Аяду. Начало Первой русско-чеченской войны, чечен. Начало 11 декабря, и вообще агрессия России. Так, вопросов не вижу. В Телеграме можете поднять вопрос. Да, это слушайте. Я надо сказать, начало русско-чеченской войны
надо переводить не так, чтобы было, как русские хотят, 2 войны. Их было 5 агрессий. В 91 году, 8 ноября, они вторглись. Это же война на нашу территорию. Потом в 92 году они вторглись. Это тоже на нашу территорию не вторглись. Тоже это война, которая Конечно. была тоже. Потом в 94 году, 26 ноября, они вторглись. Это тоже война. Это 3-я. И вот 94 11 декабря. Вот это уже была тоже война, но полномасштабная война. Они более полностью собрали. А потом была 5-я война уже, которую они начали 17 июля. Вот я вот так хотел бы, чтобы это запомнилось, поэтому. Потому что так говоришь. Да, но нельзя вот русской риторике поддаваться, потому что мы-то тем самым уменьшаем роль, как будто там раньше до этого ничего не было. Нет, напротив, было очень даже было. Вот так. Да, более того, проводились террористические акты в самой России, подрывался на переезде там в метро электричка, которая над землей идет в Москве, взорвался ФСБшник при закладке очередной бомбой, тоже стал как взрывы, рязанский сахар приблизительно, спалились они тогда. И много что было, много информации шло вот именно, что бандиты, там террористы попозже появилось, бандиты, там криминал, чеченский след, там это все это нагнеталось, это, конечно. Саламаша Лубо, Чубахчара, Вопросы, если есть, давайте, если нет. Почему? Так, Юрий Галныч, этот вопрос не имеет сейчас к этой теме отношения, и ты ошибаешься, никто за ним не следует. Ну, нет, в принципе, вопроса, Аят. Не вижу вопросов по этой теме. Хорошо. Как говорит Сотник, это исчерпывающе. Исчерпывающе. Так. Напомните, что 17 июня Россия напала... Так, это Ламру, это немножко другое. Напомните, говорит, что 17 июня Россия напала и в Дагестане, и в августе Шамиль пошел там и так далее. Вопрос, а в августе пошел Шамиль Басаев. О том, что ты в прошлый раз говорил, это он напоминает. И кем ты работал тогда, Аят? Когда вот начиналась 4-я агрессия 11 декабря 1994, какую должность ты занимал? Я был председатель парламента. До окончания всей этой войны я был председатель парламента, потом